Камрате 9 апреля состоялось очередное заседание Народного собрания Гагаузии, на котором депутаты рассмотрели 8 вопросов и обсудили некоторые другие. Первый на повестке дня значился вопрос по результатам рассмотрения замечаний главы Гагаузии по закону о внесении изменений в избирательный кодекс АТО Гагаузия. По данному вопросу было много дискуссий. Мне неприятно, что мы, извините, из мухи сделали слона. Не мы лично, в принципе, по вашей вине. Поэтому я в присутствии всех депутатов, в присутствии членов исполкома, приглашаю вас на телевизионные дебаты. Пусть сколько длятся, час, два, три, чтобы люди имели возможность задавать вопросы для того, чтобы мы разъяснили людям, что происходит. Если будут желающие кто-то еще поучаствовать, милости просим. Я пиаром не занимаюсь, в отличие от... Вы всю жизнь занимаетесь пиаром. Я вас предложил, вы вправе согласиться либо отказать. Спасибо. Уважаемые депутаты. Я хочу, встретимся на телевидении. Вы в первую очередь. Почему на телевидении? Мы что, с вами здесь не видимся? Посмотрите на меня, я посмотрю на вас, я скажу вам все, что я думаю по создавшейся ситуации. Я вам популярно вы, все к объясню. сожалению, Просто, хоть вы доктор права, вы нарушив закон. Сергей Константинович, у вас по жизни вы нарушили закон. Уважаемые коллеги. У вас по жизни своя правда. Во время заседания депутатов перед зданием Народного собрания сторонники Башкана провели митинг в ее поддержку. На митинге выступили 3 новоизбранных депутата в парламент Республики Молдова, которые пришли в законодательный орган страны 24 февраля при помощи поддержки Социалистической партии Молдовы. Строго согласно букве закона. Сегодня у нас есть наше гагаузское законодательство. И мы все прекрасно видим, что Башкан Гагаузии не нарушает его и не предлагает его нарушить. Она говорит четко, есть конкретные нормы, как правильно необходимо принимать закон. Законом и законом о правовом статусе Гагаузии, и уложением Гагаузии, и законом о регламенте предписано, повторяюсь, 10 дней дается главе Гагаузии на подписание закона, в случае несогласия направляет, мотивировано Народное собрание для того, чтобы Народное собрание имело возможность повторно рассмотреть данный законопроект. Вы все должны понять одну вещь, что я никогда не подпишу закон, который был принят с нарушением. Председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кыса поставил на голосование вопрос о сформировании согласительной комиссии. За это решение проголосовало большинство депутатов. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Кто против? Кто воздержался? Раз, два, три, 4, 5. Воздержались. Не согласился с необходимостью создания комиссии депутат Сергей Чимпаеш на основании отсутствия мотивированных обоснований со стороны Башкана в отклонении закона о внесении изменений в избирательный кодекс. Он проанализировал аргументы Башкана и разъяснил их депутатам. Данная мотивировка, то, что она не согласна с существом, по существу, это означает, что она отказывается подчиниться закону. В законе нет такого, чтобы по желанию или по хотению. Найдите где-нибудь формулировку. В законе только требования. Закон носит императивный характер. Она отказалась подчиниться закону. Работа комиссии будет направлена на преодоление возникших разногласий и выработку согласованной редакции по данному закону.